Раз, раз, два, три, проверяю звук. Раз, два, три, проверка звука. 1, 2, 3. Раз. Воу-воу-воу-воу, полегче. Стоп. Я на полностью колонки включил сейчас. Ага, хорошо. Хорошо. Сейчас. А как в этом StreamYard'е? А меня сейчас слышно, интересно? Я сейчас... Раз, два, три, проверка звука. 1, 2, 3. Да, меня сейчас слышно, но что-то ничего, никаких изменений не произошло, хоть и нажал на функцию убрать соло-режим. Как сейчас я себя слышу? Во. Вроде бы звук нормальный. Мгм. Валейкум ассалам. Мне сейчас надо понять качество какое. Вроде бы нормальное качество. Хотя через OBS, мне кажется, было бы, наверное, лучше, но вроде бы как нормально. Сейчас я попробую VS Code включить. Типа я буду сейчас код показывать, что-то писать буду. Сейчас выбираю код. Мгм. Мгм. Ну, как сказать? Конечно, это 1080p, но что-то 1080p курильщика, что ли, я не знаю. Что-то как-то немножко... Чуть-чуть вот эти вот пиксели есть. Есть. А если, например, через OBS бы стримил бы, качество, конечно, было бы еще лучше, намного лучше. Ну, а в целом, вот, например, я сейчас код вот находится у меня. Как он вообще читабельный для вас? Код тоже хорошо виден. Ну все. Ну все, супер. Супер-пупер. Тогда делаю так. Наверх я вытащил чат. А, Сюда перенесу вот эту часть. И пусть будет вот таким вот образом. Вроде бы все. Hello, how are you? Даже без расширения картинки на весь экран. Круто, супер. Все окей, тогда продолжаю. Значит, какая история? Какая история, что происходит? Сегодня я решил сделать трансляцию не на своем канале. Я хотел сделать трансляцию, просто разговорный стрим, но потом узнал, что, оказывается, мы уже сегодня сделали сбор средств на StreamYard и решил попробовать тут провести, скажем так, что-то вроде мастер-класса, что-то вроде урока по JavaScript, рассказать о том, точнее по React.js, рассказать о том, что это такое, как это работает, зачем это нужно и как создать свое приложение. Плюс ко всему еще посоветую несколько ресурсов и способов того, как именно изучить фронтенд. Это не, сразу же повторюсь, что то, что я буду объяснять, вот эти вот React.js, JavaScript, я это, конечно, все попытаюсь объяснить более-менее нормальным языком и понятным, несложным, но то, что я сейчас показываю, вот, например, вот эта схема mind map, она не является прям стопроцентной, которой нужно следовать, и прям вот она идеально подходит под то, чтобы вот супер отлично выучить React.js там и JavaScript. Я попытался более-менее описать то,
по какому пути стоит следовать, это так, скажем так, лайтовый вариант того, по какому пути нужно следовать. Там, конечно, нужно было расписывать намного больше информации, намного больше расписывать ресурсов и так далее, но попытался как-то хотя бы накинуть. И накинуть еще парочку советов, которые я вот тут вот сделал, и скоро постепенно это все мы будем разбирать. Лучше приблизить немного. Я это приблизил, Хамзат. Скоро сейчас все будет по красоте. Значит, какая история? Я очень давно не делал трансляции для джуниор начинающих разработчиков и прям углубленно не объяснял все подробно. Я в последнее время поверхностно объясняю уже для тех, кто более-менее шарит в этой теме. Сегодня я буду объяснять для самых начинающих, для тех, которые или не учили React.js, хотят его выучить, или которые попробовали React.js, но еще не полностью понимают, как, что происходит, зачем, почему и так далее. Сегодня мы будем изучать эту библиотеку, мы попытаемся понять, зачем она нужна, как она работает. Вкратце, я не буду там объяснять Virtual DOM, рендеринг, какие-то сложные вещи, которые вот потом уже нужно понимать. Я буду объяснять таким понятным и более-менее разжеванным способом то, что вы должны узнать именно React.js, как работает и вообще для чего он нужен. Далее, после того, как мы более-менее по теории пройдемся, поймем, что как происходит, мы перейдем уже к практике. И я вам покажу на реальном примере, как сделать приложение с помощью React.js, как вообще начать его делать, и типа каким образом вот эта вот вся магия происходит. И почему стоит делать приложение на React.js, а не на чистом JavaScript. Итак, трансляция, скажем так, спонтанная. Я буду все постепенно объяснять, что мне в голову приходит. Не будет хард-собака там как попало. Постепенно буду стараться по каждому пункту идти. Итак, начнем мы, наверное, с первой части. Она будет больше теоретической. Если вам не интересна теория, вы хотите сразу же переходить к практике, то приходите минут через 15-20 сюда. Потому что в ближайшее время я буду объяснять больше именно теоретическую часть и рассказывать про сам React.js и что, зачем, как. Итак, вообще, что такое React.js? Давайте сначала поймем, что это такое, зачем это нужно и как с этим работать. Так, есть такая штука, называется React.js. Вообще, в принципе, если вы занимаетесь фронтендом, есть JavaScript. Да, вам знаком JavaScript. И вы на JavaScript, наверное, встречали там типа console log, там function, var, let, const и так далее, так далее, так далее. С этим совсем, вероятнее всего, вы уже работали, если вы сейчас смотрите вот это вот видео. И React.js не является отдельным языком. React.js не является там чем-то, что не связано с JavaScript. React.js написан на языке JavaScript. Многие начинающие разработчики, когда вот начинают изучать вообще JavaScript, React.js, они думают, что React.js — это типа другой мир, это типа не JavaScript. И тут нужно понять очень важную вещь, что React.js разработан благодаря JavaScript, то есть тому языку, который вы изучаете. И React.js — это, знаете, как можно объяснить? Это примерно, как бы сказать... Вот, например, есть JavaScript. Это язык. React.js — это библиотека. Библиотека — это значит набор каких-то функций. Это набор каких-то определенных функций, в которых написан уже какой-то код. Вам остается просто брать эти функции и их использовать. Вам не нужно с нуля все писать. То есть это точно так же, как, например, если бы вы копали яму, это сейчас будет не самый лучший пример, но это то, что мне сейчас в голову пришло. Это если бы вы копали яму рукой, то есть чистым JavaScript, если бы вы копали бы яму лопатой. То есть почему лопатой? Лопата в случае во фронтенде — это React.js. Вы можете копать рукой, то есть, соответственно, вы получите очень много боли, да, то есть у вас повредятся руки, если вы будете часто заниматься этим делом, и, соответственно, там и остальные части, неважно какие. Но есть лопата, да? С помощью лопаты вы можете выкопать то, что вам необходимо, с минимум боли, да, опять же, у вас как-никак придется вам потрудиться, но намного меньше придется, скажем так, помучиться в случае, например, если бы вы просто копали бы руками. То есть React.js позволяет вам использовать уже готовый инструмент, как в случае с лопатой. Лопата говорит, вот
вот те инструменты, вот я лопата, давай пользуйся мной и вот выкопай то, что тебе нужно. Это делает React.js. React.js говорит, у меня есть то, что тебе нужно. У меня есть вот готовые функции. Возьми эти функции и их используй. Тебе не нужно будет с нуля эти функции писать. Например, тебе не нужно будет писать функцию для того, чтобы сохранить данные. Тебе не нужно будет писать функцию для того, чтобы понять, исчезла ли страница, пропала ли какая-то часть своего приложения или не пропала. То есть тебе не нужно будет ифы какие-то писать, какую-то сложную логику. React.js настолько уже подточен под фронтенд, под условия, которые тебе необходимы, что тебе просто остается использовать то, что есть в этой библиотеке. И когда вы слышите слово «библиотека», «фреймворк», вам нужно понять, что это всего лишь инструмент, как и лопата. Лопата не является какой-то инородной, неизвестной частью инопланетной, которая магическим образом там берет вам и копает яму. Нет. Вы используете лопату как инструмент и далее уже делаете необходимую вам задачу. То же самое с фреймворками и библиотеками. React.js, говорят, вы слышали, наверное, это библиотека. Потому что в ней выполняется только определенная часть задачи, не расширенная, как в случае, например, там с Angular, Vue.js, там Ember, есть такие еще фреймворки. Это уже фреймворки, там уже набор намного больше функций, чем в React.js. Но при этом React.js ничем не уступает тому же Vue.js, там, Angular и так далее. То есть довольно хорошо это конкурирует. Вот так вот. То есть, проще говоря, React.js написан на JavaScript. Это не какая-то неизвестная часть. Но при этом вам не нужно писать сложную логику, прям очень сложную логику на чистом JavaScript, потому что React за вас все решает. Итак, вот есть сайт. Это официальный сайт библиотеки React.js. То есть тут уже все описано. Вы видите это все на английском. Вы можете зайти на reactjs.org, нажать на Languages, потом перейти в русский язык, и увидите, что теперь эта документация описана на русском языке. То есть ваша задача уже настолько упростилась, что вам просто нужно зайти в документацию и читать ее. Когда Сахан, Замигуалчан, короче, когда я только начинал изучать React.js, документация была на английском языке. И мне приходилось каким-то образом, непонятно как, искать хотя бы какую-то информацию на русском языке, очень плохо переведенную, чтобы хоть как-то понять React.js. Не сказать, что прям мне было очень невероятно сложно, да, но при этом вам сейчас намного легче, потому что вам все идеально описано тут. Но, опять же, это не значит, что если вы не будете понимать вот эту вот документацию, что вы или там тупой, или вы недостаточно хорошо разбираетесь во фронтенде или что-то еще. Это значит, что, вероятнее всего, документация – это не тот способ изучения лично для вас. Для меня намного комфортней изучать там, я не знаю, технологию или язык, читая информацию. То есть я люблю читать информацию и понимать, что вот это работает так, это работает сяк. Есть люди, которые не любят читать, да, например, а больше смотреть что-то и слушать. Есть люди, которые воспринимают информацию по слуху, нежели по чтению. И вы, соответственно, можете перейти там в YouTube и послушать, как там какой-нибудь чувак преподает React.js, подробно объясняет, рассказывает, и вы просто сидите, слушаете, смотрите, что он говорит, и получаете определенный набор информации, не всю подряд, которая описана в этой документации, а то, что он уже для вас разжевал. Итак, в этом видео я попытаюсь более-менее быть именно этим человеком, чтобы вам было немного проще изучить вот эту вот библиотеку. Итак, переходим к документации. Вот это вот документация. Тут описывается то, как работать с этой библиотекой. Если вы еще не сталкивались с React.js, вы можете перейти на этот сайт и просто посмотреть, что тут происходит. Не надо сразу же идти в бой и пытаться там сразу же писать какой-то React.js код. Вероятнее всего, у вас это не получится. Но опять же, хотя бы просто потыкайте, посмотрите и знайте, что это есть, потому что это очень важный момент. Если вы хотите понять информацию довольно хорошо и в дальнейшем этой информацией пользоваться при необходимости, вы должны тыкать вот по всем местам, неважно, reactjs.org там, или какой-нибудь другая документация, вы должны понимать, что есть какие-то источники, благодаря которым вы можете эту информацию получить, там, не знаю, там в поиске вбить или как-то еще. Итак, давайте посмотрим, нажмем на кнопку «Начать работу».
Тут нам говорят, что вот есть React.js, это вот написано даже, это JavaScript библиотека для разработки пользовательского интерфейса. То есть пользовательский интерфейс — это значит, проще говоря, пользовательский интерфейс — это то, что вы видите, то, что вы тыкаете. Вот когда я нажимаю на вот этот input или нажимаю, не знаю, там, вот сюда вот, или вот навожу на вот эту вот ссылку, неважно, вот то, что визуально сейчас происходит, это называется пользовательский интерфейс. То есть я, как фронтенд-разработчик, вам предоставляю пользовательский интерфейс. Я для вас его реализую для того, чтобы вы могли корректно выполнять то, что вам необходимо, вот, например, на этом сайте. То есть, неважно что. То есть я вам предоставляю визуальную часть, пользовательский интерфейс. И благодаря именно библиотеке React.js вы можете реализовать этот пользовательский интерфейс. Есть понятие как backend и frontend. Мы будем как фронтенд-разработчики, то есть мы занимаемся интерфейсами, пользовательским интерфейсом. Соответственно, когда мы делаем визуальную часть, мы это все рисуем, CSS, JavaScript, там библиотека какая-нибудь, React, там Angular, Vue. То есть мы занимаемся визуальной частью. Бэкэнд-разработчики нам говорят: смотри, чувак, у тебя есть данные, точнее, у меня есть данные. Они хранятся где-то там на сервере, неважно, где-то в Москве, Калифорнии, где-то сервер хранятся. И эти данные ты можешь у меня взять. И мы, как фронтенд-разработчики, берем эти данные у него. То есть дальше мы никак не касаемся бэкэнда. И наша часть эти данные отобразить. И благодаря именно библиотеке React.js, именно благодаря вот этой библиотеке, мы можем довольно очень простым способом вытащить данные с бэкэнда, отобразить кнопку, сделать поиск, сделать так, чтобы там отображались какой-то список данных, там неважно что, список пользователей, там список работ, домашних заданий и так далее. То есть мы можем визуально какие-то компоненты, какие-то элементы реализовать и отобразить пользователю с помощью вот этой библиотеки. И это намного проще, чем нежели брать и писать на чистом JavaScript. Итак, тут я не буду сейчас сидеть вам это все объяснять, рассказывать, это нам не надо. То есть если вы хотите, можете сами прочитать. Я просто вам говорю как факт того, что есть такая документация, и советую вам в нее заглянуть. Вот это вот официальная документация React.js. Тут где-то, я не знаю где, я, честно говоря, очень давно не заходил в документацию, тут где-то есть примеры того, как разработать там крестики-нолики, как сделать что-то еще на React.js. По-моему, вот, например, самый простой пример. Вот нам показывают код, простой компонент, типа как его сделать, как вообще он отображается и как работает React.js. Сейчас очень коротко, без углубления в какие-то там термины, углубления в какие-то там понятия, что такое классы, что такое функциональный компонент и прочее. Просто дам понять, как работает React.js. Не пугайтесь, когда вы видите вот это. Просто не обращайте на это внимания, когда вам сейчас будут объяснять. Ваша главная задача — смотреть на вот эту вот часть. На вот эту вот часть. Вот. На это не смотрите просто. Просто не обращайте внимания. В React, когда вы хотите отобразить пользователю что-то, вы точно так же, как и в чистом HTML, пишете какой-то код, да? То есть говорите там div, h1, там что-то еще. И в React можно этот код описать, HTML-код описать точно таким же образом. Вы можете div передать, span, параграф передать, там h1, неважно что. Но плюс еще к HTML вы можете прикрутить JavaScript-логику благодаря именно библиотеке React.js. В чистом же HTML вы не сможете взять, там, например, зайти в div и в него там поместить какой-то JavaScript-код. Он у вас не выполнится. Или вы должны написать там скрипт или что-то еще. Ну, неважно. И в React, например, я могу сейчас взять и написать там internet. И вот он мне отображает, что есть вот такой вот div, видите, вот, hello example, и вот наш div отобразился. То есть он просто взял и отобразил мне div. Я могу сейчас взять и поместить его в B. Вот так, да? То есть теперь у меня получается, что вот этот вот internet, он находится внутри div, как я писал это в коде. Внутри div есть B. И этот B мы видим как internet. То есть таким образом мы описали визуальную составляющую нашего приложения. То есть написали HTML-структуру. Но в React она называется немножко по-другому. То есть если мы привыкли к понятию HTML, то в React есть такое понятие, как JSX. Я коротко вам скажу, что такое JSX. Углубляться не будем. JSX — это тот же HTML,
только в нем еще можно писать и JavaScript логику. Вот так. Пусть будет так. То есть HTML тот же самый, вот он. Но теперь смотрите, я могу взять, написать 1 плюс 2 и сделать так. В HTML, если вы делаете такое, вам не выдаст 3. Он не скажет вам, да, у тебя там будет число 3 при прибавлении 1 плюс 2. Он просто скажет, что вот есть там, 1 и 2, и между ними вот слева и справа есть фигурные скобки. Все. То есть HTML вот это выполнит. А мы видим, что если я вот сделаю фигурные скобки в React, то он такой, типа, окей, это значит JavaScript логика внутри тут хранится, я ее выполню. Работает именно React.js. А тут есть еще понятие, довольно немножко сложнее для начинающих. Это типа компоненты, состояние, пропсы и прочее. Это все нужно будет, конечно же, постепенно понимать, не сразу же. Но я попытаюсь это таким простеньким языком объяснить, типа, чтобы вы хотя бы просто понимали, что это есть. Итак, вот остановимся на этом. Это официальная документация React.js. Тут можете потыкать, посмотреть, попробовать, поэкспериментировать, вам подробно все покажут, как работает React.js. Итак, как изучать фронтенд? Я составил вот такой вот mind map, типа, скажем так, график, я не знаю, как это называется, неважно, как это называется, именно структуру дерева вот таких вот, скажем, условий каких-то, которые описывают, по каким шагам изучать JavaScript или React.js. Опять же, повторюсь, это не прям стопроцентная информация, которую сейчас я вам даю, это просто набросок для того, чтобы я вам уже мог это разжевать словами, то, что вообще тут описано, вот этом вот майндмэпе. Итак, сначала перейдем к React, потому что у нас больше этот урок будет нацелен, мастер-класс этот будет нацелен на React.js. В конце я вам расскажу немножко по JavaScript. Итак, React.js. Как учить React.js, каким образом и где черпать вот эту вот всю информацию? Есть два способа, по крайней мере, которые я использую. Первый вариант – это документация, да? Второй вариант – это использовать YouTube. То есть вы можете, например, если вы привыкли там, читать информацию какую-то, получать именно ее с помощью чтения, то смотреть в сторону документации. Если же вы привыкли слушать человека, следовать его инструкциям и получать разжеванную информацию, при этом не читая то, что не узнавая то, что, в принципе, вам в ближайшее время не пригодится, тогда смотрите в сторону YouTube. Если вы хотите получить информацию быстро и как можно максимально, там, я не знаю, разжеванно. Итак, документация. Есть два варианта, по крайней мере, которые я могу порекомендовать. Это GuruFiDev и ru.reactjs.org. ru.reactjs.org – это вот эта вот официальная документация. Но я вам советую смотреть в сторону GuruFiDev. Это тоже документация по React.js, то есть вы можете зайти сюда, и тут вам более разжеванным языком объясняется то, как работает React.js и как вообще с ним начать работать, что делать и типа что за магия тут творится. Очень хорошо описана документация, скажу, намного разжеваннее, чем описано в официальной. Эту документацию сделал один из наших участников, Ингуш, его зовут Ильяс Курскиев. То есть он ее разработал для того, чтобы начинающие разработчики могли ей пользоваться, там, понимаете, типа, что такое компоненты, там, рендеринг и прочее. Можете перейти на вот этот вот адрес GuruFiDev, вот он, GuruFiDev. Я пока паузу так немножко сделаю, чтобы вы смогли забить это в адресной строке. И тут уже можете посмотреть, почитать, и если вам интересно именно читать, изучать информацию текстом, то смотреть сюда. Вот так вот. По крайней мере, из отзывов, которые я получил от начинающих, они говорят, что именно благодаря GuruFi какие-то вещи они смогли понять немного лучше, чем вот тому, что описано в официальной документации. Потому что официальная документация описана больше, именно имеется в виду на массу, на всех. Она не нацелена именно на начинающих. Она нацелена как и на начинающих, так и на продвинутых. То есть такая золотая середина. А тут больше именно для начинающих. Прям разжевано все подробно. Вот так вот. Это вариант документации. Я отмечаю то, что
на то, что я буду делать акцент жирным, на то, что я не буду делать акцент и типа окей, можете посмотреть, это вот эти вот там типа React.js, там вот эти вот отмечены, на то, что прям стоит посмотреть и типа окей, это отмечено жирным текстом, стилем шрифта. Итак, вот это вот вариант документации. Вот это вариант YouTube. Если вы привыкли изучать информацию благодаря именно YouTube, да, получать ее, как я уже повторял ранее, слушая человека, которого он уже разжевал как можно подробным языком, то смотрите в сторону вот этих вот 3 каналов. По крайней мере, я могу их порекомендовать, потому что по остальным, ну, я скажу честно, я не углублялся. То есть я не могу сказать, что там другие каналы какие-то я прям 100% могу порекомендовать. Я делаю вывод, исходя... Вот эти вот 3 канала, почему я советую? Потому что в случае с первым каналом я лично сам изучал, благодаря этому каналу, в какой-то там небольшой степени React.js и Redux. В остальном, остальные 2 канала я советую по той причине, что их смотрят и типа оставляют хорошие отзывы те подписчики, которые подписаны на мой канал. Вот так. То есть самый часто, вот, про который вот чаще всего рекомендуют и мои подписчики, которые вот я замечаю, и мои знакомые, которые изучают там React.js, и остальные там, это IT Камасутра. То есть этот канал идеально подойдет для тех, кто изучает React.js, только начал изучать React.js. Крайне экспрессивный чувак, просто невероятная энергия у этого ютубера. Он, вот ты его слушаешь, и такой, чувак, остановись, я не успеваю за тобой. И при этом ты это говоришь не по той причине, что ты реально, типа, не понимаешь, о чем говоришь. Ты будешь понимать, о чем он говорит, но ты его будешь слушать, и такой, типа, блин, типа, подожди, ты слишком много мне информации даешь, и причем эта информация будет понятной. И многие именно начинающие, которые я замечал, они изучали React.js благодаря именно вот этому каналу. Это на YouTube есть, IT Камасутра называется, можете посмотреть. Там много говорят видосов, я не смотрел лично, то есть я не изучал его контент, я просто так зашел на канал, такой посмотрел, оп-оп, вижу, типа, ну окей, и вышел. Рекомендую, потому что его рекомендовали мне начинающие, которые подписаны на меня. Вот так вот. Далее, Monster Lessons. Этот канал, давайте лучше буду открывать, так будет, наверное, лучше. Вот. Что? У него поменялся, у него шапка поменялась. Я давно сюда не заходил. Вот этот канал, называется он вот так вот, 132 тысячи подписчиков. Далее идет Monster Lessons. Вот этот канал я лично могу порекомендовать тем, кто изучают React.js и Redux. Я лично сам изучал Redux, и тут еще в некоторых источниках иностранных, и тут в том числе. И в какой-то степени благодаря вот этому каналу я довольно неплохо так смог понять, как работает Redux. И этот чувак, по-моему, забросил свой канал, и он, по-моему, уже не пополняет тут ничего, но при этом он очень хорошо умеет доносить информацию. И прям вот минимум воды. Там прям вот очень разжевано, очень все понятно. Можете зайти в плейлист, и я крайне рекомендую посмотреть там, например, React.js. У него уроки старые, скажу сразу же. У него уроки старые, какого года там, по-моему, сейчас скажу. Ну, где-то 2-3 года назад он эти уроки записывал. При этом актуальность их остается до сих пор. Также и в случае с Redux. То есть, если вы хотите понять Redux и понять React.js, смотрите сюда. Это я говорю для тех, кто уже изучает React.js. Далее идет канал, который называется Владилен Минин. Его канал... сейчас, 5 секунд. Его канал рекомендуют тоже начинающие программисты, именно JavaScript фронтенд разработчики. И он тут объясняет и по Vue.js, и по остальным технологиям, и по React.js. У него прям идет один видос, в котором там 1-2 часа, по-моему, объясняет там, как и что, каким образом работает React.js. Можете посмотреть, например, его. Тут уже на ваше усмотрение. То есть просто почекайте разных IT-ютуберов и посмотрите, какой контент вам заходит лучше. Это не значит, что если у человека там мало подписчиков, он будет объяснять плохо. Нет.
есть такие каналы, у которых там по 100, по 50 подписчиков, по 20, по 1000. И они могут объяснить так хорошо информацию, что даже ее не смог бы объяснить человеку, у которого там 50, 100 тысяч и больше подписчиков. Вот так вот. Просто изучайте и смотрите, что вам подходит больше. То есть не надо останавливаться на одном. Не надо останавливаться только на документации, не надо останавливаться только на Ютубе, там, не надо останавливаться только на курсах. Пробуйте одно, пробуйте второе, пробуйте третье. Вы должны сами найти то, что вам больше подходит. При этом, если вам какой-то там, опытный разработчик, которого вы считаете опытным разработчиком, говорит, что надо именно изучать там, типа, только смотреть Code только смотреть YouTube, только смотреть документацию, это не значит, что нужно прям вот он объяснил, сказал, что именно вот это вот все, дальше идти нельзя. Нет. Вы должны попробовать другие варианты. То есть вы должны сами решить, что для вас больше подходит. Потому что я могу сейчас сказать, ну, например, я говорю, что Code Wars для начинающих – это типа зло. То есть это мое мнение. То есть я говорю, что Code Wars начинающим лучше вообще не смотреть. Вообще. То есть которые только изучают React.js, там, JavaScript. При этом другие разработчики, которые там моего уровня или там менее опытные, чем я, будут говорить, что Code Wars хороший. То есть у каждого по разному мнению. Каждый учит какие-то технологии, какие-то языки по-своему и пытается там своим методом как-то донести эту информацию там до начинающих. Вот так. Вам же стоит это все постепенно изучать и пробовать. И вы сами должны решить, что для вас идеальнее, вот, скажем так. Вот так вот. Вот так вот. Дайте я попью воды. Сколько я уже записываю? 30 минут. Нормально. Сейчас мы перейдем к практике. Я чуть-чуть попью воды. Сейчас отвечу на комментарий в чате. Валикум ассалам. Эфир сохранится, да. Эфир сохранится. Веб-дев с нуля. Канал Алекса Лущенко. Ну, я этого чувака не знаю, но если он подходит, можно его посмотреть. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вроде бы все. Теперь давайте переходить к React.js. Переходить к самому соку. Вот это я закрою. И теперь давайте понимать, как и что, с чего начинать. То есть какие инструменты использовать для того, чтобы начать уже делать React.js приложение. С чего нужно начать? Во-первых, самое главное, с чего вы должны начать, если вы до сих пор не установили эту штуку, она называется Node.js. Вы можете в Гугле забить Node.js, и первая ссылка вам выдаст вот этот вот официальный сайт Node.js. Вы, наверное, слышали, что есть такая штука, как Node.js. И слышали, наверное, что ее используют там в бэкэнде, когда разрабатывают серверную часть. Тут стоит отметить такой момент, что React.js может работать без интернета, может работать в вашем компьютере, и он будет работать благодаря именно Node.js. Для того, чтобы React.js смог на вашем компьютере запуститься, даже без интернета, он не нужен для разработки React.js, скажу сразу же, потому что я вижу, что начинающие такие говорят, ну, блин, у меня нет интернета, я не могу дальше продолжать. Нет, интернет себе не нужен для того, чтобы изучать JavaScript, React.js. Вообще не нужен. Ну, имеется в виду, если у тебя его нету, что поделать. А касательно именно Node.js, то Node.js нужен для того, чтобы ваш компьютер понимал язык JavaScript. Смотрите, я вам задаю вполне логичный вопрос. Вам принесли какую-то документацию, ну, вам принесли какой-то текст, письмо, и там какой-то непонятный язык, вообще непонятный для вас язык. Вы читаете и видите вроде бы латиницу, но при этом вы не понимаете, что это такое, то есть не можете его перевести на свой язык, то есть понятный вам, в нашем случае это русский язык. И вы узнаете, что этот язык, например, там испанский, да? Что вы делаете для того, чтобы понять, что там написано?
логично, что вы начинаете изучать этот язык. Или берете какой-нибудь там словарь и начинаете изучать, что там, например, я не знаю, я не знаю испанский, пусть будет французский, там типа «pourquoi», типа французское слово написано. И вы такие берете словарь и такие «окей, pourquoi», и переводите «почему». И далее начинаете смотреть, что это слово, что вот это вот слово. И потом понимаете, что написано в этом письме, что написано в этом тексте. Логично? Да, логично. То же самое с вашим компьютером. Он не знает, что такое JavaScript. Он не понимает, что это такое. Для него это обычный текст. Когда я, например, открываю его в блокноте, не знаю, там, давайте вот любой вот этот вот файл открою. Ну, пусть будет вот это вот, хотя это не блокнот, это Sublime. Вот так. Для JavaScript это обычный текст, ничего более. Нам нужно сделать так, чтобы наш компьютер понял этот язык JavaScript и смог с ним работать. Для того, чтобы наш компьютер понял этот язык, потому что наш компьютер понимает только бинарный язык. То есть, имеется в виду 0.1.1.0, 0.1.1.0. Ну, там еще дальше уже идут остальные языки, неважно. Нам нужно сделать так, чтобы наш компьютер понял, что JavaScript нужно перевести в компьютерный язык, который понимает наш компьютер, операционная система. И этот язык, JavaScript, он смог его выполнить. Что значит выполнить? Это значит запустить. Смог этот язык, который описан в этом языке, там, которому в вашем коде что-то написано, смог выполнить этот код и выдать вам результат, который вы ожидаете. То есть тот код, который написали на JavaScript, чтобы этот код он запустил и получил результат. Для этого нужно установить Node.js на ваш компьютер. Вы переходите на сайт nodejs.org, сюда кликаете, именно на рекомендованную версию. Далее вам скачивается установщик. Если у вас Mac, то то же самое произойдет. Если там Windows, то же самое, Ubuntu, то же самое. То есть установщик, он скачается. Там есть другие варианты, как установить на Mac, на Ubuntu, на Linux или там Windows, и вариантов много. Но самый проверенный источник, самый проверенный способ – это с помощью установщика. У меня уже Node.js установлен. Когда вы скачаете Node.js, вам просто нужно сделать next. Это просто нажать next, там, accept и продолжить. Когда установка пройдет полностью, я просто не хочу себе устанавливать эту версию, у меня чуть старее версия стоит. Когда вы будете устанавливать себе эту Node.js, для того, чтобы убедиться в том, что реально Node.js установлен, что все идеально работает, вы открываете пуск. В пуск, открывшись, вы пишете, прям на клавиатуре нажимаете 3 клавиши. C, M, D. Далее вы видите командная строка. Сейчас. Вы видите командная строка. Кликайте сюда. У вас открывается вот такая вот командная строка. Это, наверное, для вас будет или понятно там терминал, командная строка или как-нибудь там CMD. И тут описывается код, какие-то команды, которые, уже описаны в вашей операционной системе. Например, мы можем написать ls, и нам выдаст список всех файлов, которые есть в моей папке disk.c users user. Понятно? То есть ls, например. Я могу написать clear, и он очистит мне консоль. То есть какие-то команды я уже тут пишу. Но мы сейчас говорим о Node.js, да? Как нам понять, что мы сможем дальше разрабатывать React.js приложение? Нам нужно понять, на нашем компьютере установлен Node.js. Для этого мы пишем Node. Давайте вот так вот вам увеличу. Так вот. Node, пробел, дефис, я забыл слово, дефис и v. Если у вас в консоли выдала версию вашей ноды, значит, вы красавчик, и вы делаете все идеально. Просто вот лучше быть не может. Значит, у вас Node.js установлен, и дальше вы официально считаетесь JavaScript-разработчиком. Окей, Node.js мы установили. Теперь у нас наш компьютер понимает, что он может в любой момент запустить JavaScript-код. Давайте покажу пример. Я пишу node
Теперь у меня открывается вот такая вот строка, линия, в которой я могу описать JavaScript код. Например, я могу написать var, то есть переменная там a равно 1. И теперь там var b равно 2. То есть две переменные создал. Консоль log a плюс b. То есть мы получим 3. То есть теперь наш компьютер понимает, что это JavaScript. С этим JavaScript он будет работать, и этот JavaScript он будет запускать и выдавать необходимый нам результат. Вот так. Понятно, да? То есть, надеюсь, пока ничего сложного нету. Резюмируя коротко то, что я объяснял. Ваша главная задача – зайти в Google, написать Node.js и установить Node.js. Проверить в CMD, что Node установлен, Node-v. Если все окей, переходим далее. Теперь мы идем дальше. У вас должна быть где-то папка. Ну, как сказать, должна быть по вашему желанию, конечно, но желательно, конечно, чтобы она была, в которой вы будете создавать ваши проекты. Там React.js, Node.js, ну, неважно, какие проекты с программированием связаны, чтобы у вас не было мусора, как это у меня есть в другом экране моего рабочего стола. Я для этого сделал себе отдельную папку. Я в диске D это делаю. Вы можете в диске C это делать, где вам удобно. У меня просто диск D, в нем памяти больше, и из-за этого я тут все это разрабатываю. В диске D у меня там есть там по JavaScript проекты, там по PHP, по React и так далее. Вы можете создать себе там папку React и в ней создавать все необходимые вам проекты React.js. Вот так. Ну, это просто совет. Это вообще не связано с программированием, просто совет. Хорошо, я перехожу в свою папку Test React. У вас такой папки, конечно же, нету. Вы ее можете, если хотите, создать и в ней создавать там свои React тестовые проекты. Итак, теперь далее. Вот сейчас вот начнется кайф. Вот с этого момента. Смотрите, когда вы установили Node.js, вам нужно сделать следующее. Вам нужно сделать так, чтобы у вас в консоли... То есть дальше мы будем работать с консолью. CMD. И в ней мы будем писать определенные команды, чтобы создать реактовский проект. Понятно? То есть мы не будем там где-то папку создавать сами вручную, код писать. Мы скажем определенной команде: создай мне реактовский проект, и он его создаст. Смотрите, для того, чтобы в консоли это написать, вы можете взять, открыть CMD, который у вас прямо в операционной системе встроен. Он есть в любой операционной системе. Вы можете использовать его. Есть второй вариант. Это Git CMD. Вот такой вот, вот такая вот консоль. То есть это такая штука, коротко если говорить, которая позволяет работать там с проектами, скажем так. Вы, наверное, слышали там GitHub, GitLab, тому подобное. В этом Git есть своя командная строка. Вы можете ее скачать, точно так же провести установку. Если у вас установка прошла успешно, вы нажмете правой кнопкой мыши, например, на любую папку, и у вас в контекстном меню будет вот такая вот строчка: git bash, git GUI here. И вы можете с помощью git bash или с помощью обычной командной строчки начать работать с React.js. Ну, имеется в виду, чтобы уже начать его создавать проект. Если же вы не поймете сейчас, как работать с гитом, например, давайте его мы исключим. Хотя мне было бы сейчас удобнее объяснить на гите это все. Но давайте все равно выберем вот то, что есть у вас 100%. Это обычная консоль. Так, вот у вас есть обычная консоль. Как теперь сделать так, чтобы ваша консоль поняла, что сейчас вот нужно создавать реакторский проект? Как это нужно сделать? Во-первых, когда вы открываете вот этот вот проводник Windows, это не значит, что вот эта вот консоль понимает, что вы открыли вот эту вот папку. Консоль не понимает. Нам нужно сделать так, чтобы вот этот вот адрес, он был тот, который указан в этом проводнике, в этом окошке. То есть диск D, ну, в моем случае, диск D, 3W, тест React. Нам нужно этот путь в этой консоли вбить. Если вы, как я, будете работать с диском D, вам нужно написать вот так: cd, D и вот так. Чего?
Нет, как это было? Как это было, диск D? Давайте проверим, как это должно быть. CD, D, CND. Все, я понял. Вот так. Без CD, без CD. То есть вы говорите, что вы, если вы работаете именно с диском D, если вы работаете с диском C, то вам это делать не нужно. То есть вы можете просто взять сразу же путь, вот диск, например, тут написано диск C, да, там рабочий стол ваш или что-то еще. Берете этот путь, прям вот папку, например, давайте вот, пусть будет вот эта папка. Берете этот путь, пишите CD, CD, пробел, и правой кнопкой мыши вставляете путь. То есть отсюда его копируете и вставляете. Теперь будет написано CD, пробел и ваш путь. Я нажимаю так. И далее мы теперь видим, что в моей консоли, командной строчке, указан вот такой путь. Теперь, что бы я ни делал в этой консоли, вот этой командной строке, все это будет происходить внутри этой папки. То есть, если мы визуально видим эту папку вот так, то в консоли она видна вот таким образом. То есть она видна вот таким образом. Я сейчас могу узнать, какие папки хранятся там. Вот, ls, там, например, он мне покажет, что есть git, db.json, git, db.json и все. То есть он работает именно с этой папкой. Хорошо, давайте не будем сейчас углубляться в процесс именно командной строчки, перейдем к React. Я теперь работаю в этой папке всегда, когда создаю реакторские проекты. Я копирую этот путь, пишу cd, пробел, и указываю правой кнопкой мыши, нажимаю, и указываю этот путь. Окей, то есть тут я Ctrl-C скопировал, правой кнопкой Shift вставил. Теперь я перешел в папку. То есть я перешел уже не в проводнике, я это все буду делать, а в командной строчке. То есть вот тут вот. Я скажу больше. Могу даже вот скрыть эту папку, она нам не нужна пока. Мы будем пока работать тут. Понятно? То есть мы в этой командной строчке сейчас будем нашему компьютеру говорить: компьютер, сделай, пожалуйста, определенное действие для того, чтобы создать реакторский проект. И как это нужно объяснить компьютеру? Для этого нужно написать специальную команду, которой у вас нету, если вы не установите Node.js. Если же вы молодец, Node.js вы установили, у вас будет команда, которая называется npx. Благодаря именно вот этой команде вы в дальнейшем сможете создавать реактовские проекты. Имеется в виду стартовый проект React.js. То есть такой уже готовый проект, который вам просто нужно настроить, как вам необходимо. Итак, я пишу, что внутри вот этой папки мне нужно с помощью команды npx сказать: создай реактовское приложение. Create React App. То есть я говорю npx, типа Node.js. Вот есть вот такая программа, и мне нужно, чтобы ты создал мне реакторское приложение. И эта программа говорит: окей, я тебе его создам. Я создам тебе реакторский проект. Но мы знаем, что у любого проекта есть название, неважно у какого. И это название нам нужно придумать. Я нажимаю пробел. То есть говорю npx, create React App, пробел. И далее пишу название нашего проекта. Давайте придумаем. Я вам буду объяснять список задач, как сделать. Это самый простой пример. И давайте напишем его на английском языке. На английском это обычно пишется вот так. To do. Только у меня, по-моему, to do есть. To do list. Давайте я его назову to do internet. Это для себя, чтобы не путался я. И нажимаю Enter. Смотрите, вот теперь идет установка. Теперь у меня устанавливается Create React App, то есть программа у меня запускается, потом у меня устанавливаются там все необходимые там библиотеки, то есть все необходимые конфигурации, там прочее, вот то, что нам даже не надо знать, что устанавливается. Наша главная задача узнать то, что вот эта папка создана. И вот сейчас, видите, идет установка. Вот когда вы игры устанавливаете, вы же не думаете: а какую мне библиотеку установил или какой мне DLL-файл установил. Вам это не надо даже знать. Ваша главная задача знать, что есть вот такая вот папка или там игра, с которой вы в дальнейшем будете работать.
То же самое тут. Идет установка много всякого, в итоге мы получаем вот такой вот ответ. Happy hacking. То есть нам говорят, типа, ты молодец. Нам говорят, что, типа, счастливого, типа, написания кода, ну, типа тому. Итак, далее. Далее вот эта консоль нам уже не нужна. Вот эта консоль. Но если у вас в дальнейшем возникнут какие-то сложности с редактором, который я буду сейчас скоро показывать, то эту консоль лучше не закрывать. И в ней лучше пишите там все необходимые команды вам. Итак, смотрите. Вот создалась папка. В этой папке, давайте я вот так сделаю. Нет, вот так. В этой папке есть Node Modules, да? Это вам не надо даже знать, что такое. Есть паблик, тоже, в принципе, вам не нужно знать. И есть SRC. Вот тут хранится весь ваш код, реакторский код. То есть тут будет ваша вся магия происходить, которую вы опишете. Git ignore вам не надо даже знать, что такое. То есть package.json, ну, стоит знать, хотя бы заглянуть стоит. Но, в принципе, ничего страшного, если вы не понимаете, что тут происходит. Ну и вот это вот тоже. То есть самое главное творится вот тут, в папке SRC. Тут, видите, тут есть JavaScript, CSS, там, индекс CSS и прочее, прочее. Итак, окей, ну, типа, понятно, мы сейчас смогли создать реакторский проект. Круто, это супер, отлично, ура, типа, все готово. Ну, а дальше-то что? Мы же программисты, мы код должны писать. Далее вам нужно использовать редактор. То есть у вас должен быть какой-то редактор, благодаря которому вы будете описывать ваш код. Это может быть Sublime текст. То есть, вот, например, вот этот вот редактор. Он, ну, не то, что он бесплатный, он платный, но для меня он бесплатный, скажем так. Я просто не плачу за него. Можно использовать его. Есть редактор, который называется Atom. Вот. Он, в принципе, бесплатный. Может, в принципе, кому-то подойти. Но самый идеальный редактор, который я советую всем использовать, это VS Code. Редактор от Microsoft. То есть вы можете перейти на этот сайт, написать VS Code и дальше скачать вот этот вот редактор вам на компьютер. Вы точно так же производите установку. Когда установка прошла успешно, у вас в рабочем столе, или если вы откроете пуск, напишите в Visual Studio Code, вы увидите вот такую программу. Я ее вот открываю, и вот у меня тут, ну, я могу тут код описывать. Очень крутой редактор, идеально подходит и для начинающих, и для опытных. Итак, хорошо. Например, представим, что вы уже установили какой-то редактор и хотите начать писать код. Как это начать делать? Два варианта. Я могу его с помощью правой кнопки мыши открыть VS Code сделать, или могу написать Visual Studio Code, взять вот эту папку, мою папку, перекинуть ее сюда. Два варианта, как вам удобнее. Я нажимаю просто вот так и открыть с помощью код. Сейчас, что тут происходит? Do you trust the authors of these files in this folder? Code provides future automatically executed. Yes, I trust the authors. Trust the authors. Угу. Что-то новое появилось, такого не было, кстати. Раньше такого не было. При Собянине было лучше. Значит так, какая ситуация дальше? У нас появился вот такой вот проект. To do Internet. Давайте смотреть. Package.json. Тут какой-то непонятный текст написан, типа много всякого там, какой-то тестинг, реакты, что тут вообще происходит. Вам это не надо понимать. Просто забудьте об этом. Забудьте об этом файле ближайшие 2 недели. Просто смотрите в эту папку. Тут все, что вам нужно. Вот тут. Если говорить коротко, Package.json, он нужен для того, чтобы вы смогли указать, какие есть настройки у вашего проекта. Тут описаны все настройки вашего проекта. Но нам это не нужно. Нам хватит то, что он есть. Смотрите, тут самый главный какой момент. Вот этот вот. То есть тут есть команда start, build и прочее. Нам скоро пригодится вот эта команда. Я объясню, как ее использовать. Итак, вот тут весь сок. Давайте смотреть, что тут. App CSS какой-то, ну, то есть CSS-код, стили описаны.
Далее app.js, тут какой-то JavaScript код описан, HTML, app.js, app.test.js какой-то, он нам, кстати, не нужен. Опять стили описаны, опять JavaScript, логотип какой-то в SVG формате, ну и прочие какие-то файлы, которые нам не нужны. Когда вы начнете разрабатывать ваше реакторское приложение, сразу же удаляйте следующие файлы. Они просто вам не нужны. Дело не в том, что они что-то ломают, они просто вам не нужны. Report, setup, logo, apptest.js вам точно не нужны. Но давайте я их пока оставлю, чтобы хотя бы проверить, как это работает. Мы же создали реакторский проект. Итак, как теперь запустить это реакторское приложение? То есть как теперь вот вывести вот эту вот информацию, этот HTML, куда это нужно отображать, да? Для того, чтобы вот это сделать, вам необходимо сделать следующее. Нажать на View и нажать на терминал. У вас откроется вот такой вот терминал. Видите? Я могу сделать это еще проще. Ctrl и J. То есть не G, а J. Вот это вот. То есть я пишу Ctrl плюс J, нажимаю две эти кнопки, и у меня открывается вот такой вот терминал. Далее у вас появится то же самое, что вот это вот. Типа вот та же самая командная строка. Вы можете вот эту командную строчку оставить, если хотите. Но она мне уже не нужна, потому что вот тут я уже буду описывать команды, которые я могу описать точно так же и тут. То есть зачем мне вот лишнее окошко? Хорошо. Теперь давайте попробуем запустить наше реакторское приложение. Что для этого необходимо сделать? Для этого необходимо написать следующую команду. np, не x, а уже npm. npx нам нужна для того, чтобы там запускать какие-то там определенные команды, типа, то есть, скажем так, не связанные с нашим проектом. Это такая более продвинутая, усложненная вещь вот этой штуки. Около того. Чтобы вам было понятно. Мы будем дальше работать с npm. Теперь я говорю npm, то есть я говорю утилита для того, чтобы запускать какие-то проекты, для того, чтобы устанавливать какие-то там настройки. Ты должна запустить команду start. Если мы зайдем в package.json, мы увидим, что есть команда start. Эту команду мы будем запускать с помощью вот этой команды. Звучит странно, да? Одну команду с помощью другой команды. Зачем так усложнять? Вот так устроен фронтенд и вообще программирование. Вы должны взять и написать npm run start или же просто написать npm start. Как вам удобнее? Наверное, вот так будет. Нажимаем npm start. Enter. И ждем. То есть с этого момента, когда я вот сейчас написал эту команду, у меня собирается проект реакторский. То есть сейчас происходит там какая-то магия происходит, там все собирается, настраивается, там все, что нужно, делается. В итоге у вас автоматически в вашем браузере откроется localhost 3000. Localhost — это сайт, который будет работать на вашем компьютере. Он не будет доступен вашим друзьям там, или кому-то еще. Он только доступен на вашем компьютере. И мы видим, что реакторский проект запустился. То есть мы сейчас официально, можно сказать, начали изучать React.js. То есть мы сейчас создали реакторское приложение. Итак, давайте вот это вот скроем. Вот так. И вот это вот все скроем. Перейдем в индекс JavaScript. Самый главный файл. И вот тут вот много всякого кода написано, да, вот типа какой-то там импорт, что это такое, там React, тут вот React DOM render, какая-то магия творится. Давайте все это постепенно разбирать. Итак, тут самое главное, что нам нужно смотреть, это не вот это даже весь код, а вот этот файл. То есть вот этот вот app.js. Переходим в него. И тут мы уже получаем что-то вроде знакомое, да? Смотрите. Что-то вроде знакомое. Edit and save to reload. Edit and save to reload. То есть мы уже понимаем, что тот код, который описан в app.js,
это то, что отображается на этой странице. Верно? Теперь давайте попробуем его отредактировать. То есть нам не нужно обладать там какими-то сложными знаниями, чтобы в HTML произвести какие-то изменения. Hello Internet. Просто напишу в параграфе Hello Internet. И мне выводит Hello Internet. Давайте, чтобы было нагляднее, я возьму это окошко, передвинусь сюда. И напишу, там, я не знаю, 06 регион, там, сохранить. Я мгновенно получаю изменения. То есть благодаря именно команде npm у вас запускается такая программа, которая будет запускать ваш реакторский проект и будет в реальном времени ваши изменения отображать. То есть вы можете логотип скрыть. Сразу же скроется. То есть сразу же перезагружается все, и мгновенно все происходит. Очень круто. Можете опять вернуть, и вот логотип отобразился. То есть мы теперь можем писать код. Пока мы пишем, как вы видите, HTML-код. Это обычный HTML, никакой магии. Смотрите, я убираю вот эту часть всю. Напишу div, да, обычный div. Тут пишем h1, там, салам, сохранить. И видим просто вот этот вот текст. Ну, ничего сложного, просто обычный HTML. Но при этом, смотрите, если вы возьмете вот этот вот код, это, видите, JavaScript, это не какой-то реактовский код. Тут вообще ничего реактовского нету. Ну, никакой логики React нету. Это обычный JavaScript, return, function, название функции, HTML, все. Мы берем этот JavaScript и попробуем его в консоли запустить. Пишу в консоли тот же самый код и нажимаю Enter. Вот тут я уже получил ошибку. И ошибка происходит именно на этом этапе. Потому что чистый JavaScript, обычный JavaScript, не React.js, библиотека, не знает, что такое вот эта штука. Он не понимает. Почему? Потому что вся логика именно обработки HTML внутри JavaScript кода происходит благодаря именно реакторскому проекту. То есть вот тут вот, с помощью React.js. И мы сможем теперь писать вот этот вот код с помощью React внутри писать там HTML-код без какой-либо сложной логики. Если бы мы хотели на чистом JavaScript сделать, чтобы наша функция возвращала div, мы должны были бы сделать вот так. Превратить это в строчку. То есть сказать, верни нам строчку, вот эту. И теперь app.js вернет мне вот такую вот строчку. Видите? В React.js мы это делать не должны. Вообще не должны ему ничего об этом говорить. Мы просто пишем HTML-код без каких-либо строчек, и он все нам делает, как и нужно. То есть как мы и ожидаем. Вот так вот. Вот такая вот история. Давайте теперь смотреть, что происходит дальше. Сейчас. Давайте вот так вот сделаем. Вот так. Я сейчас задаю вопрос для невероятно большого количества зрителей, которые есть под моим видео. 9 человек. Хотя бы один, который сейчас слушает меня и вообще изучает React.js. Понятно ли тебе то, что я объясняю? Сложно ли то, что сейчас объясняю? Есть ли какие-то непонимания? Может, я недостаточно хорошо объяснил что-то? Или, да, я не знаю, кажется, что это слишком все сложно пока. Вот такой вот вопрос. Вопросы задаю. Мне интересно знать ответ. Пока попью воды. Тут еще в Ютубе задержка. Что-то я скажу, и через 15 секунд вы только это услышите. Хотя у меня на канале это сразу же. Что, все понятно, что ли? Настолько все понятно, что никаких сомнений нету. Ну, если никто ничего не пишет, то ладно.
Значит так, пойдем и далее. Какая история происходит дальше? В индекс JavaScript. Что происходит в этом файле? То есть мы, в принципе, поняли, что есть JavaScript, да, app.js, и тут у нас есть вот такая вот функция. Тут у нас есть вот какой-то импорт, вот это вот все, но типа вроде бы ничего сложного пока нету тут, ну, я не вижу. Давайте вот этот файл даже удалим, он логотип SVG нам не нужен. Вот так. Даже вот это вот мы можем удалить, я скажу вам больше. То есть вот у нас обычная функция. Единственное, что вас может запутать, это вот эта штука. Но это ничего страшного. То есть вот обычная функция. Ничего сложного. Итак, переходим дальше. Тут уже немножко больше кода, да? То есть тут какая-то сложность. То есть тут какие-то импорты идут и прочее. Теперь идем по двум пути. Первый путь. Если ты не знаешь, что такое импорт, что такое from, import, там, from, что такое там, типа export, default, если ты не знаешь, что это, да, тебе будет сложно понять React.js. То есть, если ты хочешь понять хотя бы немножко, что тут происходит, хотя бы вот этой части, тебе нужно понять вот эти вот ключевые слова. Import, from, export, default, ну и function, если ты не знаешь. Для того, чтобы вот это вот понять, что это за ключевые слова, import, from и прочее, ну, просто пишешь JavaScript, ну и тут уже читаешь. Типа вот тут тебе объясняется, что это. Если же хочешь немножко больше информации, то идем к этому пути. JavaScript, документация, переходишь на сайт learnjavascript.ru, переходишь на MDN Mozilla, который я только что открыл, вот этот вот сайт, и изучаешь, что такое импорт, что такое класс. Просто, повторяюсь, не надо сидеть углубленно изучать, что такое класс, что такое ООП, не надо. Имеется в виду, не надо на первом этапе, там, вот только-только, когда ты начинаешь. Твоя главная задача, чтобы ты не забросил вот это вот все дело, твоя главная задача поверхностно это изучить. Тебе будут говорить, всякие программисты будут говорить, нет, ты должен, нет, начинающий разработчик должен знать ООП, должен знать это все. Нет, не должен. Начинающий разработчик должен кайфовать от того, что он делает. Это первое, что ты должен получить от программирования. Ты не должен себя заставлять учить то, что ты не можешь пока понять. Твоя главная задача – кайфовать от того, что ты делаешь. Твоя главная задача – это получить результат. При этом ничего страшного, если ты берешь, там, копируешь какой-то кусок кода, не понимаешь, но если ты получаешь результат, то этого уже пока хватит, пока. Но при этом это не значит, что нужно следовать всегда этому пути. То есть, если ты не понимаешь, что такое там класс, что такое export default, ничего страшного, хотя бы поверхностно пойми, что это. Я честно скажу, когда изучал React.js, я знал, что такое немножко export default, но я не мог бы это объяснить вообще никак. То есть никак не мог бы объяснить. То есть я понимал, что это нужно для того, то есть, ну, как я это понимал? Я это понимал, что это нужно для того, чтобы мой компонент, вот это вот файл, который вот это вот описан тут код, чтобы вот этот вот код работал в другом месте. То есть я вот так это понимал. И для меня вот этот вот export default просто была штукой, которая говорит, что она позволяет этот код дальше передавать в другие места. Я не знал даже, зачем этот... То есть я не мог бы объяснить определение export, определение default. То есть вот так я изучал. И я вам советую тоже так изучать. В этом ничего страшного нету. Потому что если вы будете углубляться в каждую штуку, в каждый термин углубляться, рано или поздно вы поймете, что вы ничего не понимаете и начнете это забрасывать. Ваша главная задача на первом этапе поверхностно изучать информацию, при этом получать как можно больше результата, который вы ожидаете. Ну, имеется в виду практического результата. Вот так вот. Итак, хорошо. То есть я сейчас представил, что вы все-таки знаете, что такое импорт. From знаете, хотя бы поверхностно. И буду вам это объяснять немного понятным языком, не углубленно, там, без каких-либо сложных терминов. Итак, что тут происходит? Это нам знакомое слово не из программирования. Это знакомое слово, например, из экономики. Экспорт, импорт, да? Мы знаем, что экспорт – это куда-то уносить, куда-то отдавать. То есть мы отдаем куда-то, экспортируем. То есть мы наши какие-то вещи уносим куда-то.
Окей, понятно, да? Что такое импорт? Импорт – это значит, мы берем и приносим к себе. То есть мы помещаем к себе, там, куда-то кладем. То есть мы импортируем что-то в определенную часть. То есть неважно, продукты, код или что угодно. То же самое в программировании. Мы говорим, что в этом файле индекс JavaScript есть импорт. И мы говорим, импортируй реактовскую библиотеку, в которой много всякого кода, там до хрена куча всякого кода написано, нам даже не надо знать, что это за код. То есть смотрите, я вам покажу пример. То есть заходим, видите, вот этот вот весь код, вот там еще не только вот это, там очень много всякого кода. Мы говорим, вот этот весь код, видите, тут как много всего описано, тут всякие команды, нам не надо это даже знать. Мы говорим, вот этот весь код импортируй мне в мой файл index.js. Это нам нужно, это самая главная часть кода, которая должна быть в вашем реакторском проекте. Благодаря именно вот этой части вы можете вашему реакторскому проекту сказать, что тот код, который вы пишете, это реактовский код, React.js код. И мы говорим, пожалуйста, React библиотека, импортируй внутрь моего JavaScript файла все, что у тебя есть. Импортируй React из библиотеки React, из там, кода React вытащи вот это вот все. То же самое тут. Мы говорим, импортируй React DOM. В принципе, даже не надо вам понимать, что это. Просто знайте, что есть такая штука, как React DOM. Это тоже это две связанные вещи. Импортируй программу DOM, ну, точнее, там, типа библиотеку DOM, из вот этой части, то есть из этой папки. Далее мы говорим, импортируй CSS-стили, которые хранятся вот тут. Вот эти стили. Давайте мы их уберем пока. Ну, то есть мы их не будем писать. И мы говорим, импортируй файл app.js. Вот этот вот файл. При этом вы можете обратить внимание, что не нужно писать JS. Не надо писать. Вы можете написать вот так. Вы можете написать JS. Если по какой-то случайности у вас там файл не открывается при импортировании, то пишите .js. Но желательно писать без расширения. Вот так. Если вы какой-то свой файл хотите импортировать. Проще говоря, чтобы закрепить знание, импорт – это значит брать какой-то код из вашего проекта и его тут использовать. Понятно? Понятно. Я буду за вас отвечать. Итак, далее. Вот эта штука даже, я не буду ее объяснять, потому что не надо ее объяснять, это бессмысленно, и я ни разу ее не использовал. Вот за все время, сколько я работаю, ни разу я не использовал эту штуку. Даже смысла нет объяснять, что это, забудьте. Ненужная вещь просто. Идем далее. Сохраняем наш код. Теперь смотрим ниже. Смотрите, кстати, видите, тут ошибку выводит. Report Web Vitals. Вот эта штука говорит, у тебя отсутствует, потому что ты ее взял и удалил. Ну, я говорю, давай убери вот этот вот код, он тоже нам не нужен. Сохраняем и видим, что вот эта вот часть отобразилась. Давайте вот сделаем hello internet. Сохранить. Окей. Теперь идем далее. Что происходит в этой части? Тут происходит такая магия, что вот эта вот программа, которая называется React DOM, я буду говорить программа, хотя это немножко неправильно, но чтобы вам было понятнее, я буду говорить так. Вот с помощью вот этой программы React DOM или же библиотеки, вместо того, чтобы говорить программа, с помощью вот этой вот программы я говорю, возьми React DOM, вот это вот, вытащь оттуда функцию render и выполни вот этот код. Видите, он похож на HTML. То есть как будто я пишу тут вот так. Типа div, да? Как будто HTML пишу. По факту в HTML такого нету. В HTML нету такого тега. В HTML нет такого тега.
Это работает благодаря React.js. Это работает благодаря такой штуке. Помните, я говорил ранее, JSX. Это работает благодаря вот этой вот штуке, JSX. То есть JSX позволяет создавать свои теги внутри вашего реакторского проекта. Это еще называется компонент. Скоро мы доберемся. Итак, вот эта вот функция render говорит, что она должна взять вот этот вот код и его отобразить на сайте. Рендер, простым языком, это штука, которая позволяет код превращать в HTML. Вот пусть будет так. То есть ваш JavaScript и JSX код превращать в HTML. То есть в дизайне, в 3D есть понятие рендер. Это когда то, что вы смоделировали, какую-то модель, там 3D-модель, вы ее начинаете рендерить. То есть вы уже начинаете превращать ее в полноценную картинку, в итоговый результат, верно? То есть вы же не просто так моделируете, вы хотите, чтобы ваша 3D-модель была какой-то картинкой, там, неважно какой там, пончик, не пончик, неважно что, просто вы хотите красивую картинку получить. То же самое и тут. Вы рендерите, то есть вы превращаете этот код в то, что вы ожидаете получить на вашем сайте. То есть вы производите рендер, выполняете свой код. И делайте это с помощью этой команды. Вам не надо знать, что это. Просто знаете, как воспринимайте это то, что вот есть React DOM рендер, и все. То есть не углубляйтесь в эту штуку. Я, честно скажу, тоже не углублялся там первый месяц. Я просто знал, что эта штука есть, и она мой код запускает. Все. И дальше я делал то, что мне необходимо. Там компоненты, там прочее изучал. Итак, вот так вот. Тут вы можете заметить вот такую штуку. Она может быть вам знакомой, может и нет. Если знакома, то смотрите сюда. В вашей странице вы увидите такой div root. Он хранится в этом файле index.html. Видите, вот он. Но мы его не будем пока изучать, он нам не нужен. То есть ничто нам не даст. Просто знайте, что в итоге весь ваш проект просто вкручивается вот этот вот div внутри этого дива. Это так, чтобы вы просто знали. Окей, то есть понятно. Index.js — это самая главная точка, в которой у нас будет запускаться все наше реакторское приложение. Все реакторское приложение. Теперь давайте перейдем сюда. И мы должны удалить сейчас то, что нам не нужно, то, что мы не будем разрабатывать. Удаляем setup, он нам не нужен. Это для того, чтобы тесты там, ненужная вещь, по крайней мере, нам. Удаляем вот этот файл удаляем, app.css удаляем, он тоже нам не нужен, и тест удаляем. То есть я выделил то, что нам сейчас не нужно для того, чтобы сделать список задач. Мы в этом уроке будем делать список задач. Кстати, сколько я уже записываю? Давайте проверю. А то я привык у себя на канале там по 2-3 часа делать. Час. В принципе, нормально. Далее. Вот эти 5 файлов нам не нужны. Я их удаляю. Хоп. Теперь у меня остается 3 файла. Index.js, CSS и app.js. Вот этот файл будет самой главной частью, благодаря которой мы увидим наш результат на сайте. То есть это будет основным источником отображения нашего приложения. То есть тут итоговый результат будет выполняться. И далее идем. App.js. Чем прекрасен React.js? React.js прекрасен тем, что его можно разбивать на куски. То есть вы можете превращать ваш код в отдельные куски. И эти куски переиспользовать, как вы хотите и где вы хотите. Но до этого мы доберемся. Итак, что тут нам нужно понять? Тут есть function app.js. То есть это наше приложение. В английском языке слово app обозначает приложение, application. И мы тут будем писать наш код. То есть, видите, я написал hello world и вижу результат. Div hello world. Все прекрасно. Теперь давайте перейдем уже к разработке приложения. То есть, мне кажется, уже будет сейчас интересно разрабатывать приложение. Итак, это мои другие проекты. Давайте вот этот проект. У меня был дизайн вот этого проекта, но я его так и не смог найти. Я его где-то рисовал
но что-то я не смог найти этот проект. И мы будем делать верстку по картинке. То есть я вам покажу, как взять вот эту картинку, превратить в реактовское приложение. Что для этого нужно сделать? Когда вы создали файл index.js, ну, точнее, вы оставили файл index.js вот таким вот, да, app.js вы оставили вот таким вот, у вас вот просто чисто проект. Ну, ничего более, ничего тут нет. Теперь для того, чтобы ваше приложение как-то хотя бы выглядело, ну, вам придется писать HTML. То есть вам придется верстать. И давайте займемся этой частью. Я буду минимум тратить времени на объяснение верстки, чтобы вам не было скучно. То есть я быстро сверстаю это сейчас, и потом буду объяснять сам React.js. Потому что, ну, верстка это несложно. По крайней мере, легче, чем React.js. Итак, что я буду делать? Я сейчас возьму, перенесу его вверх, чтобы он мне не мешал. И тут буду делать верстку. То есть я буду вот эту картинку, вот этот вот блок, H1, там вот это вот все, превращать буду в HTML. То есть я не буду прям делать один в один, как вот этот вот список задач. Я просто похожий вариант сделаю. То есть не будем тратить много времени на верстку. Это не самое интересное занятие. Итак, что я делаю? Нам сразу нужно понять, когда вы начинаете работать с React, вы в первую очередь должны понять, прежде чем писать JavaScript код, вы должны понять визуальную составляющую вашего проекта. То есть, когда я начинаю разрабатывать проект, я сразу же такой, окей, вот это вот div, то есть давайте вот так. Вот это вот div, то есть вот это вот блок. Это будет H1 или H2. Вот это будет UL. Те, кто шарит в HTML, ну, думаю, догадываются, что я имею в виду. То есть блок, заголовок, список, UL и input. Мы не будем цвета делать, мы просто делаем вот то, что я сказал. Div, H2, там, например, UL и input. У нас будет вот такая задача. Я сразу же такой, окей, определил, какие будут у меня HTML теги. То есть я уже знаю, как я буду описывать свой HTML-код. Теперь давайте перейдем дальше. Перейдем мы сюда. Тут я пишу, что у меня есть основной блок, div, да? В нем я пишу, что есть класс, ну пусть будет to-do блок, или просто to-do, пусть будет так. Внутри to-do у меня есть, пусть H2, список задач. Далее у меня есть UL. Первое. Понять, зачем нужен React. Да? Второе. Создать тестовый проект на React. Ну и третье. Разработать список задач. Теперь мы видим, вот наш H2, видим UL. И давайте сделаем кнопку. Input и кнопку. Input. Type текст. То есть у нас input должен быть текстовым. И закрываем вот так вот. В React.js, когда вы делаете какие-то теги, есть теги, которые требуют открытия и закрытия. А есть такие теги, которые не требуют закрытия. Имеется в виду, не требуют того, чтобы делать вот так. Требуют делать вот такой штуки. Их можно закрывать вот таким способом. Есть такие теги, не все, повторюсь опять, не все. Есть это EMG, input, text area, ну, например, там button. Ну, еще есть некоторые, но, опять же, лучше почитать подробнее, какие можно закрывать, какие нельзя, чтобы в дальнейшем вы понимали. Итак, ну, в принципе, вот основные вот эти вот, которые требуют закрытия. Далее делаю button и говорю добавить. То есть вот у нас список задач, да? Вот у нас заголовок, UL, ну и текст какой-то, и кнопка «Добавить». Хорошо, с этой частью мы разобрались.
есть теперь мы визуальную составляющую сделали. То есть мы HTML-структуру описали. Давайте немножко украсим наш проект. Сделаем более-менее его таким презентабельным. Что я делаю? Я говорю, что я хочу вот эти вот стили, CSS-стили, использовать в своем проекте. И для этого захожу в файл index.js. Тут я говорю импортировать внутри моей папки, .slash, я сказал, внутри моей папки импортируй файл, который называется index.css. Сохранить. Перезагружаю. И теперь вижу, что у меня и шрифты поменялись, тут какие-то другие стали. Почему? Потому что они уже тут описаны. Давайте вот это вот уберем. И сейчас сделаю более-менее таким похожим на этот проект. Сейчас. Вот так. Background будет такой. Сейчас. Вот такой. Далее у меня есть блок. Ну, index.js нам пока не нужен. Мы можем его закрыть. У нас есть блок div to do. То есть я в CSS пишу to do. Далее говорю background белого цвета. То есть, видите, теперь у меня блок стал белого цвета. То есть это обычно CSS. Теперь я задаю ему размер. Ширина, ну пусть будет 400. Так. Даже давайте сделаем 300. Давайте 350 сделаем. Пусть будет так. Теперь я задаю... что? Теперь задаю border radius. Пусть будет 30 пикселей. 30 много, 15. И сделаю отступ внутри этого блока. Это так. Теперь будем его выровнять по центру. Сверху и снизу 0 отступов, слева и справа по центру. Браузер сам решит. И вот у нас теперь по центру. Давайте сверху сделаем 50. И снизу 50 будет тоже. Вот, теперь у нас блок по центру. Ну, более-менее симпатично. Поправим вот этот вот отступ. H2, H3, H1, они все сами задают, то есть браузер автоматически им задает свои отступы, если мы их не уберем. То есть для UL задает, видите, слева и справа зеленым и оранжевым, тут тоже оранжевым. То есть браузер сам задает отступы определенным элементам. Мы их уберем. Скажем, что внутри to-do есть H2. Есть? Есть. Вот. Мы ему говорим, что у него нету отступов. И теперь пусть будет пока так. Далее можем сделать вот такой вот input. Сказать to do, input. И ему сделаем border, 1 пиксель, solid. И пусть будет, знаете, какой блок. Сейчас я определю его цвет вот этой вот линии. Вот цвет. Ёпросте. Padding пусть будет 10, даже пусть будет 8. Border radius пусть будет 8 пикселей. Вот так. И ширина пусть будет 100%. Наверное, тут единственное, стоит сделать блок sizing. Так, или вот так вот, кто их помнит. Кто это помнит? Сейчас проверим. Почему тут отступ не делается? Погоди. По-моему, это нужно сделать для вот этого вот. Если не ошибаюсь. Сейчас я лайфхак сделаю. Вот у нас есть input. И я ему уберу outline none. То есть я делаю, чтобы вот этих вот черных границ не было.
Ну и сделаем кнопку. Сделаем так, чтобы кнопка выглядела симпатично. Background. Ну, кнопку давайте возьмем вот эту вот. Пусть будет из моего другого проекта кнопка. Вот так вот. Blur пусть будет. Далее font size 14 пикселей. Это я вот сделал на 100% мой. То есть я увеличил экран, теперь он вот такой 100%. И padding 10 пикселей. Ширина 100%. Border radius 6 пикселей. И сверху отступ 10. Вот. Это вот как у вас будет выглядеть проект. Вот такие вот маленькие. FZ 16. Давайте сделаем font size 16. В принципе, можно оставить вот такой вот. В принципе, можно оставить. Но я увеличу, чтобы, ну, более-менее симпатично выглядело. Пусть будет вот так. Ну, просто я размер моей страницы увеличу. Хорошо. Теперь давайте сделаем так, чтобы при наведении там палец такой стоял. При наведении стоит палец. Теперь меня сейчас прям прет начать его визуально украшивать, но я не буду, я лучше остановлюсь. У меня это бывает на трансляциях, начинаю загибать и делать слишком много визуальной части. Хорошо, так тоже сойдет. Итак, вот у нас есть список задач. При этом вы можете обратить внимание, я нигде не написал, сейчас 5 секунд, давайте, чтобы вы сейчас не путались, я кое-что отключу. Сейчас. Просто я отключил это подсветку неправильного ввода слов на английском. Итак, что? Что? Вот. То есть вот наш HTML-код. Вы где-нибудь видите, это риторический вопрос, вы где-нибудь видите тут реактовскую логику? То есть хоть что-то связано с реактом? Нигде. То есть ее вообще нету. Функция, return, обычный HTML-код, ну и вот это вот то, что вы должны почитать. Это JavaScript, это не React.js, это чисто JavaScript. И все. То есть, проще говоря, чтобы вы понимали, как я, когда я понимал в начале, это то, что export default, это значит взять вот этот код и сделать так, чтобы его можно было использовать в других местах. Если вы вот это не напишете, ваш код, вот эту вот функцию, нельзя будет нигде использовать. То есть ее нельзя будет применить в index.js. Понимаете? Теперь вы говорите с помощью вот этой команды, вы говорите, используя вот эту функцию там, где я захочу. Тут я ее вытаскиваю, тут я говорю, дай мне вот эту функцию из этого файла. Видите, вот, из этого файла дай мне вот эту функцию, назови ее app. И я ее применяю, где хочу. Вот благодаря вот этой штуке. Если я уберу, смотрите, говорит, ну, типа, чувак, что ты делаешь? Зачем? Мы же нормально общались. Но я говорю, типа, ладно, окей, возвращаю. Теперь все нормально. Все работает. Хорошо, теперь мы идем далее. Круто. Функцию написали, HTML написали. А где React? Где React? То есть где тут вот эта вся магия происходит? Как уже начать делать вот реактовское приложение? Мы уже на половину пути. Итак, теперь давайте поймем, что нам необходимо сделать. Нам необходимо сделать так, что когда наше приложение будет запускаться, оно позволит нам создавать задачи и удалять задачи. Давайте пока сделаем вот эти две функции. Ну и отображать, конечно же, логично отображать эти список задач. То есть у нас 3 логики. Отображение задач, да, создание задач и удаление. Будем поэтапно делать каждую из этих частей, потому что отображение – это самое легкое. Потом будем делать немножко сложнее, добавление. Потом делать еще сложнее, удаление. Начнем с первого. Отображение всех задач. Смотрите, когда вы будете разрабатывать проект,
любой проект, когда вы фронтенде разработчиком уже начнете становиться, вы поймете, что вам недостаточно каждый раз брать вот так вот Ctrl-V, 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 вставлять какой-то код. Сложно. Может оказаться так, что, ну, например, ваш руководитель говорит, там, например, Ахмед говорит, я хочу, чтобы ты мне сегодня отображал не 3 задачи, а 5. И вот тебе список задач. Ты должен будешь идти сюда, Ctrl-C, вставлять эту задачу, опять Ctrl-V, вставлять эту задачу. А потом тебе говорит, Ахмед говорит, я хочу, чтобы у тебя сейчас вот эти задачи отображались еще так, что вот тут вот будет button. Да? И там, например, будет кнопка «Удалить». Такая вот. Кстати, давайте сделаем... Смотрите, из-за того, что сделал так, тут несостыковочка произошла, потому что все теперь баттоны, которые есть в этом коде, они будут оранжевые. Давайте сделаем вот класс C. Класс. Add button. Прикрутим класс. И сделаем вот так. Вы, кстати, можете еще заметить, что в обычном HTML классы описываются вот так. Класс равно, ну и кавычки. В React.js классы нужно описывать через вот это название. Не надо понимать, почему. Просто знайте, что вот так это надо делать. Не усложняйте себе задачу. Просто знайте, что если вы будете описывать классы для HTML, пишите их через класс name. Все. Потом как-нибудь поймете. Когда это вам реально будет необходимо, тогда сядете и поймете. Сейчас прям это не надо знать. Хорошо. Теперь, ну, руководитель сказал, типа, вот я хочу сделать кнопку, чтобы удаление кнопки была и тут, и тут, и тут, и тут. Да? Теперь она есть везде. И потом он говорит, сделай новую задачу. Ты такой, ну ладно, такой берешь, опять делаешь новую задачу, Ctrl-C, Ctrl-V, вставляешь и пишешь. И опять у тебя, опять, смотри, много кода. То есть у тебя опять идет текст, опять тот же код, и мы видим, что наш код, он повторяется. Хороший разработчик от плохого отличается тем, что он автоматизирует какой-то процесс. То есть автоматизирует и уменьшает количество написания какого-то кода, если это реально необходимо. Если вы обратите внимание, даже не учитывая то, что я повторил один и тот же текст, у нас повторяются ли, у нас повторяются кнопки удаления, ну и какой-то текст рандомный, ну неизвестно какой, он может быть любым. Но при этом ли у нас тот же самый, button у нас тот же самый, да? И мы понимаем, что мы хорошие разработчики. И мы должны взять, автоматизировать вот этот процесс, сделать так, что мы будем передавать только текст, а дальше у нас будет автоматически создаваться столько раз ли и столько раз button, сколько мы напишем текста. Понятно? Я вот беру, убираю лишний текст. И давайте сделаем вот так вот. Вот так увеличим немножко блок, а то уже нам не хватает места. Теперь смотрите. Вот так вот. Теперь смотрите, какая история далее. Убираем вот этот CSS, он не нужен, и вот это убираем. Как нам теперь сделать так, чтобы вот эти вот задачи, они отображались столько раз, сколько мы напишем текста, без Ctrl-C, Ctrl-V, без повторного дублирования, без дублирования вот этого вот одного и того же кода. Если вы давно работаете с JavaScript, за месяц, 2, 3, год, неважно, вы знаете, что в JavaScript есть такая штука, как массивы. Массивы – это набор любых данных в определенном порядке. То есть в массиве у каждого элемента есть свой индекс. 0, 1, 2. Например, var, массив, например, hello world. И теперь в этой переменной у нас хранится массив hello world с двумя строчками hello и world. Да? Теперь могу взять этот массив и оттуда вытащить hello. Могу вытащить world. Ну, то есть у меня теперь есть набор данных. И по номеру
я могу взять нужный мне элемент, то есть нужное мне значение. Мы знаем, что массив, кроме того, что он может по индексу возвращать данные, он может еще пробегаться по своим данным, да? То есть в JavaScript есть такие штуки, как цикл. Можете подробнее почитать, если вы не знаете, что такое и цикл. Это вообще печально просто, если вы до сих пор сидите и не знаете, что такое цикл. Но если знаете, вы знаете тогда, что у массива есть такая штука, как for each, которая позволяет пробегаться по массиву и делать что-то. Есть фильтр, который позволяет пробегаться по массиву и исключать необходимые элементы, которые не нужны. Есть map, который позволяет пробегаться по массиву и переконвертировать какой-то элемент в то, что нам необходимо. То есть, смотрите, я говорю, что у меня есть строчка и есть строчка. Ну, то есть я возвращаю то же самое. Я мне вернул hello, да? Теперь я говорю, что этот массив с помощью мапа мне нужно переконвертировать в что-то другое. Например, я хочу добавить к hello там 1, 2, 3, чтобы у hello было 1, 2, 3 и у него было 1, 2, 3. Я просто пишу. К этой строчке, неизвестно, это будет hello или это будет world, к ней просто добавь вот это вот значение. То есть я говорю, массив, пробежись по самому себе, вытащи мне каждое значение и к нему добавь 1, 2, 3. Мы видим, что теперь нам вернулся новый массив. Hello, 1, 2, 3, world, 1, 2, 3. Я могу теперь взять и сказать, что теперь каждое слово будет оборачиваться с помощью двух строк. Ли и закрываем ли. Я говорю, вот эту строчку прибавь к hello и world, потом к ней прибавь закрывающуюся строчку. В итоге я получаю вот такой массив. Ли, hello, ли, и вот то же самое. Это обычные строчки, это не HTML. Думаю, понятно. То есть мы теперь будем, во-первых, задачи хранить в массиве и будем их как-то отображать. Почему я объяснил про map, вы сейчас поймете. Давайте мы знаем, что мы охренительные разработчики, мы код не храним просто так и не дублируем его. Мы его используем где-то. Я пишу const. var можете написать, let. Но лучше всего писать const, если вы не меняете вашу переменную. Пока. Я напишу const. Далее у меня задачи есть. На английском задачи пишутся как tasks. Задачи. Далее я говорю, что в этой переменной не хранятся вот эти вот HTML-элементы. Нет. То есть и не так. Вот так вот. Что я делаю? Я говорю, что есть массив. В этом массиве есть обычная строчка. Все. То же самое я делаю тут. То же самое делаю тут. Теперь смотрите, какая история далее. Сохраняем, перезагружаем. И, наверное, вы сейчас думаете, то есть сейчас, наверное, попрет React.js логика. Там какая-то прямо невероятная штука произойдет, которая заставит наш проект отображать из массива что-то. Нет, ничего не произошло. Я убираю вот это вот. Ничего не произошло. Почему? Потому что никакой магии тут нету. Вы должны заставить ваше реакторское приложение сделать то, что вы хотите. Логично. Соответственно, вы говорите, что вот этот массив нужно переконвертировать в вот такой вот элемент. Ли с баттоном. Давайте это попробуем сделать. Нам нужно внутри UL отобразить все, что есть в этом массиве. Верно? Нам не нужно это делать внутри H2, нам не нужно это делать, там, убрав UL, нам не нужно это делать там внутри баттона. Мы должны сказать, UL, ты будешь один. Но внутри тебя ли могут быть много. Там, 2, 3, 5, 10, неважно. Я говорю,
что в UL я теперь буду передавать массив. Смотрите, для того, чтобы теперь в HTML запихнуть JavaScript код, я должен открыть фигурные скобки. Внутри этих фигурных скобок я теперь могу без проблем писать JavaScript код. В HTML такого, повторю, нельзя делать. Это JSX. Это называется JSX. В React.js разметка называется JSX. Если в обычном браузере мы используем HTML, то в React мы используем JSX. Почитайте подробнее, что такое JSX. Вот так. Это, в принципе, тот же HTML, но более навороченный. Вот, чтобы вам было так понятно. То есть тот же HTML, те же элементы, но вы можете еще свои придумывать. Вот пусть будет так. Теперь я внутрь этой фигурной скобки передаю там, например, 1 плюс 2. Да? Помните, как в самом начале делал? Сохраняю. Мне выдает 3. Я могу взять, написать теперь вот так. Там, я не знаю, function. Return 5 плюс 6. И передать сюда calc. И вы, наверное, сейчас думаете, что моя функция вызовется. Нет, она не вызвалась. Для того, чтобы результат получить, я должен функцию вызвать. Логично. Я получаю 11. То есть я теперь внутри HTML могу любой JavaScript код запускать. И в этом кайф React.js. Смотрите, что мы делаем теперь. Это чтобы вы просто понимали. Я пишу, например, 5. Ну и 5 отобразилось, что логично. Теперь мы делаем следующее. Мы хотим вот этот массив превратить в li. Я беру этот массив, передаю сюда, сохраняю. Мне выдает все строчки, которые есть в этом массиве. Давайте проверим HTML. Заходим в UL, и мы видим, что каждая вот эта строчка, она вот тут и отобразилась. Но у нас в браузере она выглядит, некрасиво. Вообще никак. Типа просто одна целая строчка. Хотя вот тут вот идет все через отдельную линию. Как теперь сделать так, чтобы вот этот массив переконвертировался в li? Сможет ли мне кто-то ответить на этот вопрос? Помните, я вам чуть ранее объяснял, что массив можно превратить в то, что я захочу. И это я спрашиваю не у тех, которые знают React. Это я спрашиваю у тех, которые вот только начали изучать React. Можно ли как-то вот этот вот массив строчек переконвертировать в li? Какая функция для этого есть? Кто знает? А я попью воды. Я понимаю, говорят. Вопрос лишь связан с консолью, но это тема для отдельного видео. Ну да. В целом, консоль у тебя уже есть в VS Code, так что, в принципе, вроде проблем не должно быть. Пока не изучаю, но тем не менее все понятно. Круто. Тут как-то немного непривычно вести обратную связь с аудиторией, потому что у меня на канале я задаю вопрос, и через секунду, там, 2 получаю ответ, максимум через 3. А тут еще задержка, типа 15-20 секунд. И пока я задам этот вопрос, пока он до вас дойдет, пока вы еще на него ответите, проходит много времени. Как-то непривычно. А так ничего страшного. For each. Ну, смотри, великий комбинатор. Смотри. Заходим в консоль, да? Теперь я пишу. Я создаю переменную. Const. Числовую. То есть массив из чисел. Так. Сделаем массив из чисел. Скажем, что есть массив, который называется array. Вот он. И в нем 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я говорю, что я хочу переконвертировать его, то есть превратить его в, в li. То есть сделать так, чтобы 1 был обернут в li. HTML tag li. Вот это вот.
То есть, чтобы у него было вот так. 2, 3 и так далее. Надеюсь, понятно. Если я буду использовать for each, смотри, что будет. Ну или нам, давай там, string, value, неважно вообще, как переменную назвать. Я пишу и плюс v плюс и. Ну и закрываем. Теперь проверим, что хранится в переменной r. То же самое. Вообще ничего не произошло. Если я возьму, включу консоль, я получу вот такой вот значение. Но при этом очень важный момент. Это не превратилось в массив. Вообще никак. То есть дело в том, что for each не является методом, функцией, которая возвращает измененный массив. Она просто пробегается по массиву и делает что-то, но результат никак не меняет. Надеюсь, понятно. Для того, чтобы изменить результат и получить новый, то есть, не изменить результат неправильно, для того, чтобы изменить исходные данные, то есть изменить наш массив и получить новый массив, в котором произведены изменения, нужно использовать map. Если я выполню map, смотри, мне теперь вернулся массив из 5 элементов. И я могу как угодно его менять. Я могу сделать вот так вот. Там. Вот так вот. То есть теперь у меня каждое мое число, которое хранится в переменной r, оно обернуто вот этими вот фисами. То есть, проще говоря, для того, чтобы мне сейчас взять массив и превратить его в li, мне нужно использовать не for each, а map. То есть благодаря именно мапу я превращу в мои строчки в li. Давай покажу, как это работает. Итак, я пишу tasks. Далее, точно так же, смотри, точно так же, как в обычном JavaScript. То есть вот, точно, практически так же. Я пишу tasks, точка, map. Далее говорю, что мне нужно взять значение, каждое значение. То есть каждое значение имеется в виду вот это вот и вот это вот. Это значение. И слева и справа обернуть его с помощью li. Открываем li и закрываем li. Теперь напишу, например, там hello. Смотри. Теперь, если обратить внимание, у меня в приложении 3 hello. Если я добавлю новую задачу, это будет 4 hello. Если я уберу из массива вот это вот, будет 1 hello. Теперь мой список задач зависит не от того, сколько раз я Ctrl-C, Ctrl-V напишу, а от вот этого вот массива. Что в этом массиве у меня будет вбито, столько раз ли я и получу. Для этого я создал массив и сказал: массив, пробежись по самому себе с помощью map, возьми каждое значение и замени его на вот это вот. То есть он возьмет с помощью мапа каждое значение, ничего никуда его не поместит, мы пока это нигде не сказали. Он пробежится по каждому элементу, по каждому вот этой строчке, этой, и заменит каждую строчку на этот ли. В итоге мы получаем вместо 4 разного текста, получаем 4 одинаковых hello. Вот так вот. И для этого я сказал: возьми массив, и вот с помощью фигурных скобок этот JavaScript код выполни. Если я без фигурных скобок это делаю, смотри, вот так.
Получилось так, что мой JavaScript-код превратился в обычный текст. Понятно? Так делать нельзя, если ты хочешь запускать JavaScript. Нужно, если ты внутри HTML в React.js хочешь запустить JavaScript-код, ты пишешь фигурные скобки, внутрь передаешь вот этот код, любой JavaScript, просто придумай любой код, и вот туда его пиши, неважно какой. И он у тебя выполнится, если ты его нормально пишешь. Мы видим, что... Давай вот это уберем, консоль вообще не нужна. Мы видим, что 4 hello у нас запустилось. Но мы же не хотим показывать пользователю 4 hello. Мы бы хотели показать вот этот текст. И сейчас, 5 секунд. Я сейчас думаю, дать ли вам возможность дать мне ответ? Хотя мне было бы интересно посмотреть. Давайте мне опять же интересно посмотреть. Я вам даю подсказку. Нам нужно сделать так, чтобы вместо hello вот этот текст выводился, вот этот текст выводился, вот этот, вот этот. Ну, то есть в этих ли. И где-то тут каждый этот текст хранится при проходе по массиву, и его можно отобразить. Может ли мне кто-то сказать, как мне каждый текст отобразить внутри ли? Понять, зачем нужен React.js, создать тестовый проект, вот это вот все. Вместо hello написать вот эти вот тексты. То есть взять из массива и их отобразить. Как это можно сделать? Кто-нибудь может подсказать? В принципе, решение, оно есть перед вами. Оно есть перед вами. Просто нужно посмотреть, что нужно сделать, чтобы вот эту вот штучку, вот эту вот маленькую вещь, ее подставить вместо hello, и тогда все идеально будет работать. Давайте еще ответы. Есть у кого какие варианты? Сейчас дочитаю. For each тхун хамхац. Диакасун хацун кадукам. Но все же цан он бедокуир. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Как тебя зовут, брат? Меня Хаваш зовут. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Я прохожу курс ЕГЭС, пока до React не добрался. Мне очень интересна эта тема. Далай это бохлопун. React — это очень крутая тема. React — очень крутая тема на самом деле. Умалат Горданов говорит, заменить hello на v. Окей. Маккинон Гэри говорит inner HTML. Тоже неплохое решение, если бы мы писали бы чисто JavaScript. Но суть твою понял. Но скажу так, ближе к решению Умалат. Хотя твой вариант в JavaScript подошел бы, в чистом JavaScript. В React тут нужно понимать следующую вещь. Смотри. Мы пробежались с помощью цикла. Да, с помощью цикла, то есть Зузу говорит. Мы пробежались, вот мы же используем цикл, вот. Мы с помощью... это не то, что цикл, короче, пусть это будет цикл. Мы с помощью цикла пробежались по tasks массиву, и где-то же мы храним каждое значение. Мы его храним в переменной v. Она может быть value. Она может быть v. Она может называться str. Не знаю, там, типа task, как угодно. Вы решаете, как назвать ее. И мы напишем, например, там, я не знаю, текст. Например, так. Пусть будет текст. Теперь, как этот текст отобразить тут? Hello. Умалат говорит передать вместо hello v. А я вместо v написал текст, да? И давайте проверим. Сохранить. Интересно. Почему у меня теперь везде текст? Почему не написался тот текст, который указан в массиве? Я не буду затягивать и сразу дам ответ. Так как
вот эта переменная, это JavaScript, да? Мы знаем, что в React внутри HTML, если мы хотим использовать JavaScript, мы что должны использовать? То есть, чтобы внутри HTML запустить JavaScript, фигурные скобки. Я могу взять и написать вот так. Не знаю. Ну, пусть будет... Ну, ладно, пусть будет там... Я не могу ничего лучше придумать, чем 1+2. Ну, пусть будет функция. Да? Стрелочная функция. Будет возвращать мне число. Я ее запускаю, ничего не происходит. Теперь я возьму, ну это просто, чтобы вы понимали, и запускаю эту функцию. Теперь я вижу hello, то есть вижу тот текст, который отобразился тут. Проще говоря, я взял внутри этих фигурных скобок, не нужно понимать этот текст, нужно понимать вот это вот. Я внутри фигурных скобок написал JavaScript логику. И мы знаем, что любая переменная – это JavaScript код. Верно? Верно. Соответственно, мы должны вместо того, чтобы отображать слово «текст», переменную, которая является с названием «текст», превратить ее в JavaScript код, да? То есть мы же тут написали JavaScript код. Помните, когда я убрал фигурные скобки, написал вот так, что мне произошло? Мой код превратился в текст. Видите, вот он, превратился просто в текст. А потом я взял, обернул свой JavaScript код с помощью фигурных скобки. То есть вот, и вуаля, типа, все заработало. То же самое мы делаем тут. Вместо слова «текст» мы пишем, что вот эта переменная должна внедриться, скажем так, вставиться в этот ли. И для того, чтобы вот значение из этой переменной вытащить, мы используем фигурные скобки. И говорим, все, что находится в фигурных скобках, должно выполняться. И React.js такой, а что у тебя находится внутри текст? И внутри текста у меня находится вот это вот значение. Он такой, окей. Он не берет, не говорит текст. Он говорит, переменная текст хранит в себе вот это слово, ну, в предложении. Давай-ка мы это предложение отобразим в ли. Я нажимаю «Сохранить». И вижу, как теперь каждое предложение, которое есть у меня внутри массива, превратилось в ли. Если я сейчас открою вот эту вот часть, я увижу ли такой текст, ли такой текст. То есть теперь все, что хранится в этом массиве, будет превращаться автоматически в ли. Вот в этом прелесть React.js. Если я уберу вот эту часть, логично, что нету ничего. Я сказал коротко. Tasks. Пробегись по самому себе. Возьми каждое значение, которое есть у тебя внутри. Каждое значение. Помести его внутрь ли и верни мне новый массив. Помните, когда я брал этот массив R и передавал слева и справа ли, передавал слева и справа ли, у меня уже не был 1, 2, 3, 4, 5 в виде чисел. Теперь он у меня стал строчным. То есть уже с ли и тот же массив, точно такое же количество элементов, но теперь они превратились в ли строчки. То же самое происходит тут. Нам вернулся новый массив, в котором вместо обычного текста теперь HTML, в котором есть ли и наш текст. Я могу убрать вот это вот. Тогда убрать. И мне вернется просто обычный текст. Мне же не нужно обычный текст возвращать, мне нужно вернуть ли. И мы теперь видим, что каждая строчка, которая хранится в этом массиве, превратилась не просто в строчку, а превратилась в ли. Супер. То есть мы теперь смогли автоматизировать процесс отображения задач.
Сколько часов? Сколько часов я это уже записываю? Блин, как я сложно все объясняю. Дв Как вы вообще терпите то, что я объясняю? Ой, 2 часа! Я могу и дальше. Я реально могу это хоть 3 часа, 4 часа сейчас это объяснять. Просто мне надо понять вообще, есть ли смысл дальше это объяснять или это перекинуть. Короче, давайте так договоримся. А, Мне объяснять это дальше, дозавершить мне список задач или перенести трансляцию на следующее видео? Ну, то есть перенести вот этот наш урок на второй видос. Ну, как-нибудь, я не знаю, только не знаю, когда я смогу. Вот это хороший вопрос. Смогу ли я в ближайшее время? Но опять же интересно. Если вы говорите, что лучше перенести на следующую неделю, да, то я могу сейчас завершить, в принципе, если кажется, что уже слишком много информации. Если кажется, что лучше сейчас доделать, можем доделать, но немного ускоримся. Немного ускоримся. Голосуйте. Значит, так. Что у вас тут в чатике? Полезного понемножку. Ну, 2 часа, если это немножко. Сейчас я думаю, продолжать мне или нет. Просто у меня еще свой как бы канал есть, и если я сейчас буду делать для интернета контент, то на своем канале я ничего сделать не смогу. А мне и время на это надо. Хотя, я думаю, лучше перенести. Знаете почему? Я объясню почему. Я объясню почему. Потому что дальше будет сложнее. Дальше будут хуки use state, которые будут называться. И я буду еще функцию создавать, и она будет еще это все добавлять в массив. Да, лучше перенести. Лучше перенести. Я считаю, что лучше перенести. Тогда, думаю, хватит сегодня. Я сам соцлагуацию, если бы я бы реально этим вопросом бы не задался. Я бы сейчас и дальше бы еще 3 часа, мог бы 4 часа это все делать. В общем, тогда сделаем так. Сегодня хватит? Я думаю, сегодня хватит. Хотя я не очень, честно скажу, сильно устал. Но я думаю, вы не сможете прям все сразу же осилить. Дальше что мы сделаем? Дальше что мы сделаем? Мы сделаем следующим образом. Вы можете пока подучить, вот как это все отобразить. Я вам дам просто такое маленькое домашнее задание в development чате. Кому интересно, делайте, кому не интересно, не делайте. Никого заставлять не буду. При этом решение скидывать мне не в личку. Если вы будете решение в личку скидывать, вероятнее всего, я просто вам не отвечу. Не потому, что, типа, принцип какой-то, знаете, там, типа, там, не хочу или что-то еще. Я хочу, чтобы у нас в девелопменте те, кто делают эту задачу, вот эту задачу, домашнее задание, кто делать будет, когда кто-то мне задаст вопрос, чтобы он мне не в личку задавал, а в development чат. Я там отвечу, чтобы остальные, которые делают это домашнее задание, знали ответ на твой вопрос. Неважно, про кого я сейчас говорю. И чтобы мы совместно, точнее, вы совместно смогли постепенно изучать React.js. При этом скажу так, я бы, честно, хотел бы
если бы у меня было бы время, да, там сидеть, там в девелопменте помогать ребятам по React.js, там по задачам. Но с iOS NDA элементарно даже ютубом там заниматься, там свои какие-то проекты делать. И каждому там преподавать и объяснять сложно. Но если вы все же хотите домашнее задание выполнять, отвечать я вам буду по этому домашнему заданию. Там, наводить, подсказывать. А, Опять же, писать нужно будет вам в development чате, если вы хотите. А там уже разберемся, что и как. Что можно. Давайте вот такой вариант, если кто хочет, конечно. Мне не принципиально. Вроде бы все. Вроде бы все. Так что договоримся тогда на следующую трансляцию. Предположительно, на выходных следующих. Посмотрим. Может быть, выходные, может быть, я смогу уделить время не в выходные дни. В любом случае, в Телеграме, в Телеграме в канале я сделаю анонс с продолжением вот этого урока. И там дообъясню добавление задач и удаление задач. Но при этом вам нужно будет почитать то, что я не объяснил в этом видео. Вот так. Вам нужно будет почитать самим. То есть вы должны быть готовы к тому, что я вам объясню в следующем видео, хотя бы в плане теории. Не обязательно в плане практики, в плане теории. Вы должны хотя бы понимать, что я вам буду объяснять. Там, теоретически. И дальше я вам уже это на практике покажу, как вот это вот все использовать. Вот так вот будет хорошо. Я обычно вот так преподавал, когда обучал людей JavaScript, React.js. Обычно делал так. Договоримся так. Так что давайте так. В development я скину DZ, скину там 2-3 ссылочки, которые нужно будет почитать. Если хотите, сделайте задание. Если не хотите, не делайте. С следующих выходных, наверное, мы допилим вот эту вот часть. Будет так. Сейчас посмотрю, что написано. Лучше перенеси, сейчас ты объяснишь, почему. Ну да, ты предсказал. Интересная штучка, это ваш React. Перенеси в следующий раз, тоже постараюсь посмотреть. Да, наверное, будет так лучше. Все так, Шон далеко бохлоп. Надеюсь, хотя бы на одного фронтенд разработчика у нас станет больше. Давайте всем ассаламу алейкум. Шон бистялхам.